Сегодня глава страны лично встретился с торговцами рынка Дордой, которые вышли на акцию с требованием отменить обязательное применение контрольно-кассовых машин. Сагдыр Джапаров выслушал их мнение, которое сводилось к одному – нужно оставить патентную систему. Выслушав предпринимателей, президент взял слово. Он отметил, что реализаторы ежемесячно платят за патент от 4 до 5 тысяч сомов. За год выходит 50-60 тысяч сомов. Но с применением ККМ те, у которых годовой оборот не превышает 8 миллионов сомов, не будут платить ни копейки налогов. Для ведения деятельности патент им тоже не будет нужен. Раньше за патенты платили все, а сейчас налог будет платить только те, у кого высокий оборот. Мы хотим помочь малообеспеченным стать богаче, введя налоговую систему и облагая налогом богатых. К тому же сейчас налоговики заинтересованы в том, чтобы вы остались на патентах, потому что тогда к ним в карман будут поступать деньги. Люди, каждый раз получая патенты, оставляли по 500 тысяч сомов налоговикам. Мы это все искореним рано или поздно. Глава государства сообщил, что внедрение ККМ отложено на полгода, то есть их обязательное внедрение начнется с 1 июля 2024 года, а не с 1 января, как планировалось ранее. Также он добавил, что проблему надо решать путем диалога, а не митингами, так как есть заинтересованные лица, которые жаждут воспользоваться ситуацией, а народ может стать их оружием. Я посредник между правительством и народом, не принимаю чью-либо сторону. Я должен навести порядок в государстве, поэтому я все изучил и решил оставить патентную систему до июля месяца. Так как сама налоговая служба еще не готова. Хочу добавить, да, я понимаю, вы отстаиваете свои права через митинги. Однако у меня есть информация, что те, кто совершил 3 революции за 30 лет и сегодня хочет этого и использует вас. Это только некоторые силы, ведь мы перекрываем дорогу коррупционерам. Раньше все чиновники были склонны к коррупции. То, что президент прислушивается к проблемам предпринимателей, означает, что он близок к народу, отмечают коммерсанты. Они получили время для ознакомления с контрольно-кассовым аппаратом. Но в то же время мнения продавцов насчет внедрения ККМ разделились. Не знаю, какой вывод будет принят через полгода, но нынешнее решение для нас большое облегчение. Но, конечно, мы по-прежнему хотим работать по патентной системе. Мы не хотим заморачиваться заполнением каких-либо документов. Сначала я была против, но полностью проанализировав ситуацию, понимаю, что это правильно. Мы ведь до этого платили за патент. С внедрением ККМ эта сумма больше лишь на несколько процентов. Зато будем работать легально, это же хорошо. Отдельные реализаторы предложили свои идеи. Например, сохранить патентную систему, но увеличить ставки для лиц, чей оборот больше 10 миллионов сомов. Вот еще одно предложение – брать налог не от оборота, а от прибыли. Оборот у всех разный. Например, оборот продавца носков составляет менее 8 миллионов сомов. Продавца техники больше, потому что один только холодильник стоит 50 тысяч сомов. Естественно, оборот будет выше, но надо же учитывать и прибыль. Носки продаются в несколько раз дороже себестоимости. Тем самым прибыль хорошая, а на холодильник добавляется лишь 2000 сомов. То есть, оплачивая налоги, мы уходим в минус. Поэтому просим брать налог от прибыли. После объяснения президента о налоговой системе предприниматели задумались о внедрении ККМ. Напомним, последнюю неделю на многих крупных рынках страны проходят митинги против ККМ и особого налогового режима. Альбина Айбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.